Доброго времени суток. Этот пост я буду говорить на русском языке. Вопрос поступил на русском языке. Очень хороший вопрос. Действительно хороший вопрос. Отправила девушка по имени Наргиза. Илимбайке, здравствуйте. Если просите, пожалуйста, посоветуйте. Я вас знаю как здравомыслящего человека. Вопрос личного характера. У меня есть парень, дружим почти 1,5 года. Позвал замуж. Я согласилась, парень хороший, старательный, со стержнем, не пьет, не курит. Но потом он хочет переехать в Аил, так как младший сын, а я не хочу жить в Аиле. Тут работаю в руководящей должности, учусь, изучаю графический дизайн. Хочу развиваться, путешествовать, учиться дальше. Ведь в Аиле не так много возможностей. Я в ступоре. Конечно, поставила вопрос, что буду жить только в городе, но продолжаем общаться, так как действительно парень нравится, и я нравлюсь ему. Уважает, относится очень бережно. Я не знаю, что дальше делать. Правильно ли я делаю, что общаюсь дальше? Он тоже не может решиться, ведь выбор непростой. Знаете, очень сложный вопрос на самом деле, и очень хороший вопрос, Наргиза. Спасибо вам большое за этот вопрос. Я в предыдущих своих ответах очень часто затрагивал вопрос младшего в кыргызских традиционных семьях, который должен обязательно остаться с родителями и за ними смотреть и так далее, и так далее. Но это же не железобетонный факт. Не железобетонный факт. Потому что я всегда за то, чтобы девушка развивалась, девушка была самостоятельной, девушка училась. И не только девушка, вообще и парень должен. Вообще все мы должны учиться, образовываться. И это должно быть в приоритете. В приоритете, потому что это же есть залог хорошей, стабильной жизни. Это есть залог хорошего будущего не только твоей семьи, но и залог будущего твоих детей. Вы, наверное, должны думать и о детях тоже. Но знаете, вот мне сейчас сложно вообще судить, ведь там же разные ситуации могут быть. Да, если я сейчас скажу, нет, что вы занимаетесь, идите, зачем вам в Аил надо и так далее, меня будут многие проклинать. Люди, которые считают за то, чтобы вот эти традиционные обряды, адаты, они были крепки, и люди, которые в религии, они будут говорить, что я говорю противоречащие религии вещи. Но, Наргиза, знаете, я бы сказал бы так бы. Надо, мне кажется, поискать какой-то компромисс, тем более, если вы вот друг друга любите, друг другу нравитесь, но чтобы не было такого, чтобы решение, оно было в ущерб кого-то. Может быть, вы с родителями, постепенно с родителями парня поговорите. Может быть, у них есть другие родственники, которые могут побыть, брат есть, я не знаю, другой, который может побыть вместо него, пожить с родителем в Аиле и так далее. Потому что переезд в Аил, он же говорит о том, что это решение не в пользу вас. Это говорит о том, что вы будете ограничиваться. Соответственно, все ваши вот эти планы, мечты, они рухнут. Планы по тому, чтобы развиваться и так далее, они рухнут. Конечно, мне легко это говорить, но я всегда за образование, за развитие. Очень эгоистично в наших во многих семьях позиция, когда говорят, вот ты младший, оставайся здесь, не надо учиться. Я вообще против этого. Когда говорят, что ты не должен учиться, ты должен вот за нами смотреть, это вообще такая эгоистичная позиция родителей. Я так считаю, я считаю, что так не должно быть. И считаю, что вы не должны жертвовать своей карьерой, вот как карьерой, вот вы говорите, на руководящей должности, это один из способов вашей стабильности, один из путей вашей стабильности. Я считаю, что вы не должны жертвовать развитием своим из-за этого. Потому что, наверняка этот парень вас полюбил в том числе и за то, что вы развиваетесь, в том числе и за то, что вы такая интересная.
А где гарантия того, что вот эти чувства не сохранятся после того, когда вы не будете уже таким? Ведь мы, когда влюбляемся в девушку, мы же влюбляемся в нее в такую, какая она есть. И только потом, когда они становятся уже девушкой, когда уже мы считаем, что она наша, то мужчина начинает что делать? Мужчина начинает, у него просыпаются собственнические такие чувства. Он уже старается ограничивать эту свою собственность. Он уже диктует какие-то условия, которые на самом деле уже направлены на то, чтобы менять девушку. Но при этом очень часто, меняя девушку, и девушка, соглашаясь на это, потом она становится неинтересной мальчику. Потому что мальчик-то полюбил, мужчина полюбил девушку именно вот такую, там, допустим, необычную, яркую, шуструю, работающую, как вы говорите, там, на руководящей должности. Потому что вы же в комплексе понравились ей. А вы, когда в аил придете, вы уже не будете той Наргизой, в которую он влюбился когда-то. Вы об этом думали? И, скорее всего, этот мальчик тоже об этом, возможно, даже не думал. Потому что многие мужчины, когда они идут на ограничение своей половины, они об этом не думают. Потому что у мужика появляется вот этот собственнический стержень, у него начинается ревность, он считает, что эта девушка должна быть только его, и там не надо тебе все работать, дома сиди, я тебя обеспечу, я тебя покормлю, что тебе не хватает, вот я заработаю и так далее, и так далее. Но он не понимает главного, что он меняет эту девушку, и эта девушка от той яркой, красивой, обворожительной девушки превращается в блеклую домохозяйку. И потом он не понимает, что он сам потом теряет интерес к этой девушке, которую изменил. И он начинает искать ту Наргизу, но уже в других, не в вас, а в других начинает искать. К сожалению, инстинктивно это происходит в жизни. И мы потом только задумываемся над этим. Я тоже потом только вот через опыт, через года только понял, что вообще мы, оказывается, мы странные мужчины, мы влюбляемся вот в вольную птицу, а потом стараемся эту птицу в неволю затащить. Но в неволе-то эта птица уже будет совершенно другая. Это не та, которая красиво парит на небе. Поэтому, я-то с моей колокольни я-то считаю, что вы не должны все это останавливать и идти в аил. Я так считаю. Но у вас, может быть, там другие обстоятельства, очень много тех моментов, которые вы не указали в этом письме. Поэтому, основное, конечно, решение ваше. Вот мое решение только вот объяснить с моей колокольни, что я вижу. Поэтому я вам желаю удачи и очень надеюсь, что вы со своим парнем какой-то компромисс, который не будет ущемлять и его, и вас, и с родителями, поговорив, как-то найдете. Удачи вам.